В феврале 1994 года вышел первый номер первой независимой газеты «Эхо Абхазии». Сначала газета выпускалась как дайджест публикаций зарубежных СМИ об Абхазии и называлась «Эхо». В основном в ней печатались выдержки из «Известий», «Сегодня», «Общей газеты» и журнала «Новое время», основными темами которых был грузино-абхазский конфликт. Постепенно в издании стали появляться все больше оригинальных, написанных местными авторами публикаций. И «Эхо Абхазии» из газеты перепечаток превратилась в общественно-политическую. Если в первое время она издавалась ежемесячно, то уже с 1995 года газета стала выходить раз в неделю. Просто представить в 1994 году в блокадной послевоенной Абхазии Виталий Шария задумал об издании негосударственной газеты, и что он видел эту дистанцию, он видел необходимость, потребность в издании, негосударственном издании. Это похвально. И самое похвальное то, что он выдержал этот такой хороший исторический путь. Мы помним, насколько в стране переживала, была ли экономическая вот эта блокада, очень уйма проблем, необустроенность, но несмотря на все это, он выдержал. И это стало хорошим примером для всех остальных. Наряду с общественно-политической тематикой в газете публикуются различные литературные статьи, поэзия и проза. За 25 лет газета прошла нелегкий путь. В определенный период «Эхо Абхазии», как и другие издания в нашей стране, печаталось на обойной бумаге. В то же время дешевые полиграфические услуги и отсутствие конкуренции со стороны российской прессы и интернета позволяло сохранить газету. Я, как сейчас помню, мы как-то вот втроем были в Стамбуле, уже 2004 года был, и я маленькую, встреча очередная журналистов Южного Кавказа, и я делал какую-то маленькую информацию там о чем-то и упомянул, что вот наша газета выходит на самоокупаемости. Это коллег изумило. Я помню, что вот один представитель Азербайджана все удивлялся, это все-таки большая страна, по сравнению с Абхазией это и большие, конечно, тиражи, но им это было очень странно услышать. С 2008 года газета стала выходить в цветном варианте, расширился штат. В «Эхо Абхазии» пришли Надежда Венедиктова, Елена Заводская, Елена Лоуло, а бильд-редактором стал известный абхазский фотограф Владимир Попов. Сейчас «Эхо Абхазии» публикуется в месяц 2 раза тиражом 1000 экземпляров и распространяется по всей республике. А в редакции газеты всего 2 корреспондента. В день рождения «Эхо Абхазии» поздравить коллег пришли редакторы и журналисты абхазских СМИ. Я действительно считаю, что это очень важно, что в послевоенный период начала выходить газета. Есть какие-то вот такие вот вещи, которые говорят о стабильности твоего существования. Вот мне кажется, что газеты именно относятся вот к тому образу стабильного государства, стабильного человека. Виталик и газета вошли в историю абхазской журналистики. Спасибо, что ты ее делал. В последние годы во всем мире стремительно развиваются различные интернет-ресурсы, и Абхазия не исключение. Руководство газеты идет в ногу со временем. Чтобы привлечь как можно больше читателей, создана электронная версия газеты, и таким образом постоянные читатели «Эхо Абхазии» в любое время могут увидеть публикации на специальном сайте газеты. Наша любимая газета, да, мы получаем информацию, читаем, потому что газета это имеет свою определенную культуру, интернет имеет свою определенную культуру. Я читаю «Эхо Абхазии» очень давно, очень уважаю, люблю руководителя этой газеты, потому что в основном правдивые идут статьи. Я с удовольствием всегда потом сопоставляю, что есть в действительности и что пишет Виталий Шария. Молодец, желаю всему коллективу успехов, чтобы в скором будущем она была действительно одна из еще больше процветающих газет. За время своего существования, несмотря на все трудности, «Эхо Абхазии» ни разу не прекращало своей работы и по сей день продолжает радовать своих читателей различными публикациями. И как было отмечено на пресс-конференции, первое независимое издание Абхазии действительно олицетворяет целую эпоху абхазской журналистики. Гугуца Вардания, Томас Чиковани, Абхазское телевидение.